Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе жители Донецкого бомбоубежища больше года в подвале без надежды вернуться домой. Лидеры «Большой семерки» готовы при необходимости ужесточить санкции в отношении России в связи с ее вмешательством в Украине. И российский фермер печатает собственные деньги и обвиняется в подрыве экономики. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Пограничный катер Украины подорвался в Азовском море неподалеку от Мариуполя. По предварительным данным украинских экспертов, взрыв произошел при попытке подъема на борт неизвестного устройства. Ранее неоднократно сообщалось о минировании обеими сторонами конфликта Азовского побережья Донецкой области. Подробности происшествия с катером у Александра Касаткина. В Азовском море продолжается операция по поиску командира украинского катера береговой охраны. Он пропал без вести после того, как судно подорвалось примерно в 4 километрах от Мариуполя. На борту было 7 человек. 45-летний житель города, который не является военнослужащим, скончался вечером в больнице. Остальные 5 человек получили ранения. Украинские военные заявили, что катер подорвался на самодельном устройстве, которое принесло морем со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Сообщается, что взрывное устройство состояло из древесной крестовины, пенопластовых элементов и предмета, похожего на металлический цилиндр с маячком. По данным пресс-центра АТО, пограничники приняли плавающий в море предмет за радиобуй и попытались поднять его на борт. В штабе АТО отметили также, что взрывы самодельных мин, которых приносит сильный восточный ветер, уже происходили на украинском побережье. Российские СМИ сообщают, что украинские военные подорвались на собственной мине. Александр Касаткин. Настоящее время. Тем временем министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей более 42 тысяч боевиков и российских военных, большое количество вооружения, в том числе почти 600 танков. Российская сторона подобную информацию продолжает отрицать. Отмечу, на недавней пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, численность российских войск на Донбассе превышает 9 тысяч человек. И вот на фоне этих заявлений приходят сообщения об обстреле поселков недалеко от Донецка, а также территорий, прилегающих к аэропорту. Возобновились и обстрелы жилых районов самого города. Среди мирных жителей есть раненые. Звуки обстрелов слышны в Горловке. Сейчас город, отмечу, контролируется силами непризнанной ДНР. В местную больницу привозят раненых. В приемном покое пациентов делят на 2 группы. У одних военные ранения, у других бытовые травмы. Врачи трудятся круглыми сутками, часто под звуки работающей артиллерии. Не хватает самого необходимого – перевязочных материалов и простых лекарств. Каких лекарств? Я ходила в медроту, ругалась по поводу, что нету. Жгутов нету. Жгутов у меня мало. Кровоостанавливающих нету. Я берегу как зеницу. Антишоков нету. Я просто не знаю, что делать. Год жизни под землей. По подсчетам волонтеров, около 1000 человек в Донецке постоянно живут в бомбоубежищах. В одном из таких подвалов побывал и корреспондент программы «Настоящее время». Там хлопки такие сильные, это наши стреляли. А потом мы пошли в бомбик. Дети показывают свежие воронки в земле. Днем они гуляют на улице, а вечером возвращаются домой, в бомбоубежище. Многие из них живут под землей уже почти год. Вот у меня в июне будет, как я вот тут живу. Тут как начинается год? Да, будет год, наши как я улицы здесь полностью. Периодически приходили только на ночь ночевать. Вот потом, когда вы приехали, мы тут уже начали жить полностью. Понятно. Потому что зимой нас так бомбили, что с детьми даже выйти никуда не могла. Они большинство про Донбасс все говорят. Где разрушат, где это. Только про Донбасс говорит Россия? Не, и про Путина, как он там договаривается по своим делам. В подвале постоянно работает телевизор, на полу лежат коврики. Обитатели бомбоубежища в Петровском районе Донецка наводят уют как могут. Здесь мы спим, Постоянно здесь живет 19 детей и столько же взрослых. У Светы 2 дочки и сын Кирилл. Весной ему исполнился год. Детское питание, вот я спрашивала волонтеров, где можно купить, что в аптеке я не могла найти. Мне сказали, едьте на Украину, там, туда. Ввозить гуманитарную помощь на территорию, подконтрольную так называемой ДНР из Украины, стало гораздо сложнее. Волонтерские организации жалуются на то, что сталкиваются с разного рода проблемами. Возим из Украины, то есть мы делали закупки и все ввозили в Донецк.
Сейчас это можно делать только через согласование с Министерством социальной политики. И то мы везем на какую-либо организацию, у которой есть юридическое лицо. То есть, как сами для себя, в волонтерской группе мы не можем завозить грузы. Несмотря на сложности, гуманитарная помощь все еще доставляется. Однако заказы местных жителей привезти удается не всегда. Всего, по подсчетам волонтеров, в бомбоубежищах Донецка, несмотря на антисанитарные условия, постоянно проживает около 1000 человек. Днем они ходят на работу, а вечером возвращаются. Под землей они чувствуют себя в безопасности. Я проснулась там от таких ужасных звуков. В бомбоубежище? Да, я не поняла, что это вообще было. Это такое было, и это было целый день. А люди, которые дома, у меня, получается, брата-жена, она была дома. И я вообще не представляю, как это. Они сидели в подвале, пока еще это все происходило, а потом перебежками они бежали в бомбоубежище. За время перемирия у жителей подвала была возможность переехать обратно домой или в общежитие для переселенцев. Многие остались на случай, если снова начнется война. К тому же в бомбоубежище постоянно привозят гуманитарную помощь. Это нужно, рассчитывать на самого себя. Ты сам ищешь себе жилье, а потом сам ты работаешь и сам думаешь, как кормить своих детей. Легче же, конечно, провести гуманитарных организаций. Сами жители подвала говорят, что будут рады вернуться домой, если военные действия в Донбассе полностью прекратятся. Сейчас они слишком боятся за своих детей. У нас дети это все на глазах видели. И слышали. И слышали все вот это свист, вот все. Они уже боятся просто. У них столько психика нарушена. А пока звуки падающих снарядов еще доносятся с улицы, дети разрисовывают стены своего временного жилища надписями, призывающими к миру. Екатерина Кочкина, Петр Шоломовский. Настоящее время. О цене войны расскажут и наши коллеги далее. Войны, которая рушит семьи и родственные связи. Наташа. Да, Сергей, расхождение во взглядах на конфликт в Украине вызывает ссоры в семьях, иногда даже доводит до развода. В Крыму за год после аннексии число разводов увеличилось на 175% по сравнению с 2013-м, но напряженная обстановка влияет на семьи на всей территории Украины. Репортаж Данила Шерфа из Краматорска. Людмила и Денис Сахно были женаты 17 лет и планировали провести всю жизнь вместе. Однако, когда сепаратисты взяли власть в их городе, воспользовавшись вакуумом власти в Киеве, в семье начались проблемы. Людмила, этническая украинка, говорит, что очень сильно переживала ситуацию, а ее муж, который наполовину русский, видел все это иначе. Но он считал, что это будет новая страна строиться, новые возможности. Я к этому относилась как к оккупации, как к ущемлению моих прав. Людмила, менеджер в ресторане, рассказывает, что они договорились, что не будут говорить дома о политике. Она следила за украинскими новостями через интернет, а Денис, по профессии строитель, смотрел российское телевидение. Мне как бы все время было все равно. Есть Украина, есть Россия, есть Россия. Некоторые споры там, доходило до ругательств даже. Ссоры стали каждодневными, и супруги сначала разъехались, а потом подали на развод. Руководитель ЗАГСа в Краматорске Юлия Паршина говорит, что за последний год боевых действий многие пары, испугавшись, отменили свадьбы. Или, как Людмила и Денис, разошлись из-за политических разногласий, или когда мужчины подались в сепаратисты. Люди к нам приходят, мы же не спрашиваем, почему вы разводитесь. Но на примере своих друзей, знакомых и даже родственников могу сказать, что семьи пораспадались, потому что кто-то остался за единую Украину, а кто-то поддерживает ДНР. По мере того, как вооруженные люди на улице распространяли антиукраинские настроения, мнение Дениса о сепаратистах изменилось. Я думаю, что, во-первых, он осознал само происходящее, то есть он увидел весь процесс изнутри, и он понимал, что это не строительство чего-то нового, он понял, вернее, он это увидел, а это разрушение. Однако Людмила говорит, что ее мнение об украинской власти было также слишком восторженным. Я думаю, оба мы чего-то не так понимали, не только один я чего-то не так, и чего-то она не так понимала. Сожаление есть, потому что в плане даже не из-за наших с ней отношений, а сожаление из-за того, что меня одурачили. Несмотря на то, что они договорились оформить развод 16 июня, Денис и Людмила остаются в дружеских отношениях, а Денис все еще надеется спасти брак. Конфликт между Россией и Украиной продолжается, но пара надеется на лучшее будущее. И оба соглашаются с тем, что это война политики, а не украинцев против россиян.
Вопрос, как долго может продолжаться кризис в Украине, мы задали профессору Принстонского университета Мигелю Сантена, который специализируется на социологии войны. Он напомнил, что конфликты разворачиваются по определенной схеме, сравнив нынешний процесс с некой дракой в баре, когда обе стороны понимают, что ничего хорошего из противостояния не выйдет, но остановить его очень сложно. Насколько далеко может зайти эскалация конфликта? Как далеко дадут ей зайти? Я подозреваю, что для некоторых в России и в Украине поддержание постоянного уровня напряженности в Восточной Украине и у запада границы России идеальная ситуация. Потому что можно поддерживать эту драму, эту историю о других, говорить, что в этой связи предпринимаются определенные действия, но при этом не обязательно делать следующий шаг. Украинской армии не надо пытаться вторгнуться на территорию России. Российские власти не стремятся сделать это официально украинско-российской войной. Это абсолютно иной мир, нежели тот, к которому мы привыкли. Лидеры «Большой семерки» встретились в живописном замке Эльмау в Баварии. Официальной темой была мировая торговля, однако украинский кризис и борьба с экстремизмом стали основным предметом дискуссий как общих совещаний, так и двусторонних встреч на полях. В совместной декларации по итогам саммита лидеры G7 вновь осудили незаконную аннексию Крыма Россией и подтвердили политику ее непризнания, а также выразили полную поддержку попыткам дипломатического решения конфликта в Восточной Украине. Руководители стран «семерки» призвали все стороны конфликта полностью выполнять условия Минских соглашений. Что касается санкций в отношении России, в заявлении говорится, цитата, «санкции могут быть упразднены, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако мы готовы ужесточить ограничивающие меры для того, чтобы повысить цену, которую Россия будет платить за свои действия. Мы рассчитываем, что Россия прекратит поддержку сепаратистских сил и использует свое значительное влияние на сепаратистов для того, чтобы те полностью выполнили свои обязательства, принятые в Минске». Конец цитаты. В документе также содержится обещание поддерживать реформы, которые проводит Киев, и оказывать необходимую финансовую и техническую поддержку. На пресс-конференции в Германии президент Обама отметил ослабление российской экономики вследствие санкций и заявил, что Владимир Путин должен сделать свой выбор. Сегодня американские власти начнут уведомлять служащих госучреждений, чьи личные данные могли оказаться у преступников, ответственных за недавнюю кибератаку на кадровое управление США. Ведомство собирает информацию о работниках федеральных организаций и отвечает за разного уровня допуски к работе миллионов сотрудников. Официальные представители не спешат возлагать вину на конкретные группы или лица, поскольку расследование продолжается. Подробности у Алексея Березина. Некоторые чиновники и эксперты говорят, что, по их мнению, за кибератакой стоят китайские хакеры, возможно, связанные с властями Китая. В результате проникновения в компьютерную систему кадрового управления США преступники могли получить доступ к информации о 4 миллионах ныне работающих и бывших сотрудниках государственных агентств и ведомств. Первые выводы. Напали из Китая. Вопросы. Это было поддержано государством? Это частная организация? Или это были просто хакеры? Китайское правительство на обвинение в причастности к компьютерному нападению ответило жестко. Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут прекратить эту постоянную паранойю, перестанут выдвигать беспочвенные обвинения, вместо этого продемонстрируют больше доверия и будут сотрудничать в этой области. В Белом доме пресс-секретарь Джош Эрнест о виновных не сказал ничего. Я не могу говорить ни о каких сделанных выводах о том, кто или какая страна может отвечать за этот конкретный инцидент. По его словам, Соединенные Штаты и Китай ведут дискуссии о кибербезопасности. Когда речь о Китае, вы все знаете, что президент часто, в том числе на каждой встрече, которую он проводил с нынешним главой Китая, говорил о китайских действиях в киберпространстве как о значительном источнике озабоченности. Он добавил, что администрация серьезно относилась к необходимости защищать государственные компьютерные сети от кибервторжений вроде этого. Сегодня внимание мировых СМИ приковано к Турции, где прошли парламентские выборы. Их результаты во многом можно назвать сенсационными. Подробности у коллег в Праге. Сергей? Так и есть, Наташа. По итогам выборов партия президента Турции Эрдогана, партия справедливости и развития, большинство в парламенте потеряла. Это поставило крест на планах турецкого лидера переписать Конституцию, дабы превратить страну в президентскую республику. И, что еще любопытно, впервые в истории в парламент прошла Курдская народно-демократическая партия. Выборы в деталях прямо сейчас у Марии Яблонской. Турецкие курды празднуют историческое событие. Впервые Курдская народно-демократическая партия преодолела 10% барьер по итогам выборов и проходит в парламент. Лидер НДП уже исключил возможность коалиции с партией Реджепа Таипа Эрдогана. Курды называют результаты голосования концом его диктатуры.
Победили те, кого притесняли, говорит сторонник НДП. Но мы выступаем за мир и братство. Неважно, насколько сильны тираны. Сегодня мы, те, кому не давали права голоса, празднуем победу. Для президента Эрдогана ранее он более 10 лет был премьером. Результаты этих выборов – провал. Впервые за 13 лет правящая партия «Справедливости и развития» потеряла большинство в парламенте, набрав около 40%. Эрдоган планировал изменить Конституцию, сделать Турцию президентской республикой, расширив свои полномочия. Но теперь с этим придется повременить и заняться формированием коалиционного правительства. Премьер Ахмед Давутоглу признал результаты выборов и призвал своих сторонников доверять правящей партии. Народ выполнил свой долг, заявил глава правительства. Мы благодарны людям, их воля превыше всего. Но знайте, все меры будут приняты для сохранения мира и стабильности. Люди должны смотреть в будущее с уверенностью, поскольку партия справедливости – это хребет Турции. Итоги выборов в Меджлис крайне важны не только для страны, но для всего региона в целом. Турция, член НАТО и союзник США, играет заметную роль в ближневосточной политике. И теперь в Россию. В Московской области продолжается суд над фермером, выпустившим собственные деньги – Калеоны, по названию деревни Калеоново. Обвинение утверждает, Михаил Шляпников занялся эмиссией самовольно, не согласовав свои действия с государством. Сам же фермер поясняет, новые деньги выпустил с целью улучшения качества деревенской жизни. Один Калеон, по его словам, равен 50 рублям, и вообще это его личные долговые расписки. Репортаж наших московских коллег с Радио Свобода. Деревня Калеоново. Автолавка приезжает сюда 2 раза в неделю, автобус 3 раза в день. Постоянное население 5 человек. По сути, это одно из 1000 вымирающих российских сел. И если бы не местный фермер Михаил Шляпников, то в нем, наверное, уже никто бы и не жил. Рак в 4-м году начался, а в 7-м я закончил лечиться, уже там невозможно было ковыряться. А я думаю, здесь полгода рыбу половлю, водки попью. Может, помру. Помереть не удалось. Вот решил. Сперва там вот посадил вдоль забора деревья. Он там чуть побольше взял. Год назад Шляпников напечатал свои деньги, Калеоны. Сейчас прокуратура требует запретить их оборот. Калеоны, будучи денежными суррогатами, представляют угрозу для единства платежной системы Российской Федерации. Также создают угрозу для осуществления монополии Российской Федерации на эмиссию денежных средств. Дезориентирует население в условиях экономического кризиса. Да, все бросили сейчас скупать Калеоны, вся страна бросила скупать Калеоны. Но Калеоны привязаны не столько к рублям, сколько к натуральному продукту. 2 Калеона, к примеру, десяток яиц, 5 ведро картошки, 50 гусь, ну и так далее. Но бороться с системой Шляпников стал гораздо раньше, 3 года назад. Он прогнал местных чиновников и ввел для них въездные визы. Хотите сюда в Калеоново приехать по какому-то делу? Приложить устав поселения, должностную инструкцию, ксерокопию, там, паспорта, автобиографию, напишите 8 фотографий, там, с уголком глянцевых, там, справку из психдиспансера, из КВД. И пришлите за 2 недели, мы будем рассматривать. С другом Михаила приезжаем проводить его в суд. Шляпников уже на первых полосах крупнейших газет. Тут пишут, что вы чуть не обрушили финансовую мощь России. Бар какой-то. Возле суда становится понятно, Калеоны – это серьезно. Шляпникова и его соседи снимают десятки камер. Своими словами, можете объяснить, в чем? Вот вы поняли, как суть разговора? Да, я пример приведу. У меня старуха попросила наколоть дров. Пообещала мне бутылку водки. Все, я наколол, выпил, бабка получила результат, я получил удовольствие. Вот это сейчас прокуратура видит в этом подрыв всех устоев. Во время судебного процесса Шляпников чуть не отказывается от своих Калеонов. Возня с документами отвлекает фермера от главного – работа в поле. Илья Кизиров, Антон Олейников, Радио Свобода, Московская область. Что такое туристическая полиция? На вопрос ответят немногие, далеко не в каждой стране есть такой департамент. А вот в правоохранительных органах Риги он работает уже 5 лет, причем работает успешно. Называется специальный отдел «Туристическая полиция». Как отмечают в Рижской городской думе, основная его задача – обеспечивать безопасность как гостей латвийской столицы, так и ее жителей от тех угроз, которые гости иногда создают. Корреспондент программы «Настоящее время» Александр Силич. Рижский порт –
Для туристических полицейских одна из самых горячих точек. На таких вот морских лайнерах, курсирующих между Ригой и европейскими столицами, сюда, кроме интересующихся историко-культурным наследием, прибывают и тысячи любителей дешевых секс-услуг и алкоголя. И те, и другие рискуют стать жертвами мошенников, в том числе и таксистов, некоторые из которых до недавнего времени регулярно устраивали незаказанные, нежелательные экскурсии по городу. Соответственно, когда человеку надо было проехать 3 квартала от гостиницы до определенного его интересующего места, ему в принудительном порядке устраивали автопробег по всему городу, при этом еще и по удвоенным, утроенным тарифам на счетчике. Теперь туристам после такой экскурсии рекомендуют направляться в турполицию вместе с чеком от таксиста-экскурсовода. И все же основная головная боль стражей порядка – так называемые алкогольные туристы. Как правило, из Великобритании, Норвегии, Дании или Швеции. Стран, где цены на крепкие напитки в 4-5 раз выше, чем в Латвии. Иногда такие туристы, как говорят сами полицейские, приезжают в Ригу с одной целью – напиться до свинячьего визга. Если вы сегодня в Google забьете просто слово «Рига» и какие-то туристические активности, вы больше не увидите бесчисленное количество борделей и массажных салонов, которые рекламировались. Соответственно, Рига ассоциировалась только с секс-туризмом. А вы действительно увидите какие-то культурные достопримечательности, культурные исторические ценности, которые стоит, в принципе, приехать посмотреть. Борются 18 работников туротдела, а всего в полиции Риги служит около 1000 человек и с мошенничеством в питейных заведениях, а также элементарно помогают туристам в качестве переводчиков. Турист – это тоже человек, как шутят сегодня в Риге, поэтому он заслуживает полноценной полицейской опеки, чтобы и он чувствовал себя в безопасности, и чувствовали себя в безопасности в связи с его присутствием местные жители. А для полной гармонии общения с таким туристом может происходить и на его родном языке, кроме латышского. В туристической полиции владеют еще и 6 иностранными, в том числе японским. Александр Силич, в настоящее время Латвия. И далее у нас включение коллег из Вашингтона. В американской столице продолжаются обсуждения, как примирить 2 Кореи. Можно ли говорить о каких-то результатах обсуждений? Наташа. Да, в Конгрессе США состоялась презентация художественного кинофильма южнокорейского производства «Ода моему отцу». Это мероприятие было приурочено к новым усилиям американских законодателей, которые пытаются сдвинуть с места буксующий мирный процесс между Северной и Южной Кореей. Одной из таких мер стал представленный в Палату представителей США законопроект об улучшении отношений 2 Корей. Его авторы, так же как авторы картины, пытаются воссоединить семьи, на долгие годы разделенные в результате войны. Гостями вечера стали политики, дипломаты, ветераны Корейской войны и наша съемочная группа. Рассказывает Вадим Оленичев. Неофициальными хозяевами корейского вечера на Капитолии стали 2 конгрессмена – демократ Чарльз Ренгел и республиканец Эд Ройс. Ренгел – ветеран Корейской войны, принимавший участие в боевых действиях. Неудивительно, что судьба северокорейцев и разделенных семей вызывает у него чувство личного характера. Оба законодателя заявляют, что для властей Северной и Южной Кореи настало время обратить внимание на чаяния простых людей и хотя бы организовать постоянные встречи родственников, оказавшихся по разные стороны демаркационной линии. Резолюция по Биллю, которую разработали я и мой коллега Чарльз Ренгел, призывает к тому, чтобы сделать возможным встречи родственников из разных стран. В США проживает 100 тысяч выходцев из Северной Кореи, еще многие тысячи в других странах. Все они десятилетиями ждут и мечтают встретиться друг с другом. Поэтому мы добиваемся от Госдепартамента США принятия таких шагов, которые сделали бы возможным эти семейные встречи, пока все эти люди еще живы. Слова конгрессмена не преувеличение. Среди корейцев есть множество тех, кто не видел ближайших родственников с 50-х годов 20 века, когда Корейский полуостров был охвачен войной. В декабре 1950 года, когда Чарльз Ренгел выводил свое подразделение из окружения, северокорейская армия готовилась захватить порт Хыннам. В новом южнокорейском кинофильме «Ода моему отцу» как раз показана гигантская операция по эвакуации войск и гражданского населения из порта, который союзники не смогли удержать. Контр-адмирал в отставке Роберт Ланни был участником тех трагических событий. Там скопились тысячи и тысячи корейских граждан, мечтающих о свободе и взявших с собой только своих детей. Единственным путем к свободе для них было море. Я был на борту последнего корабля, уходящего из бухты. Мы взяли на борт столько детей, сколько смогли, но еще больше осталось на берегу. Через несколько часов после того, как мы отплыли, весь порт был взорван и полностью разрушен.
Корабль ВМФ США «Мередит Виктори», на котором служил тогда Роберт Ланни, спас 14 тысяч человек. Всего же из Хэннама удалось вывести 100 тысяч солдат и столько же мирных жителей. Южная Корея, многие граждане которой выжили в те дни только благодаря действиям американской армии, до сих пор благодарна Соединенным Штатам. Среди историков есть мнение, что без помощи США весь корейский народ мог оказаться под властью коммунистического режима. Я считаю, что у американского общества есть уникальные качества. И эти качества — уважение к человеческому достоинству и готовность прилагать все усилия к тому, чтобы это уважение к человеческому достоинству не нарушалось. Мне, как послу Республики Корея в США, очень повезло, потому что я представляю страну, которую я безмерно люблю, в государстве, которое я глубоко уважаю. Усилия политиков и дипломатов обеих стран не прошли даром. Чуть более месяца назад Комитет по международным отношениям Нижней палаты Конгресса США одобрил резолюцию Ренгела Ройса и вынес ее на рассмотрение Палаты представителей. Между тем, картина «Ода моему отцу» побила в Южной Корее почти все рекорды популярности. Всего за полгода ее посмотрело более трети жителей страны. Эмоциональный характер корейского вечера на Капитолии выразился и в том, что многие ораторы, ветераны, общественные деятели, работники искусства не готовились выступать и выходили к микрофону спонтанно. Но самое главное – это то, что среди присутствующих были те, чьи семьи оказались разделены более полувека назад. Их боль и боль их родственников из Северной Кореи не проходит и сейчас. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И немного экономики. В США малым бизнесом считаются компании со штатом менее 500 человек. В настоящее время в стране работает 23 миллиона таких предприятий. О положении малого бизнеса в сегодняшнем экономическом климате – репортаж из Нью-Йорка. Марк Зверлинг основал свою маркетинговую компанию «Поколение Z» 7 лет назад. Сегодня в ней работают 4 человека. По словам Марка, 3 главных фактора успеха малого бизнеса сегодня – это поток наличности, ответственность перед сотрудниками и гибкость. На мой взгляд, люди, которые имеют дело с малым бизнесом, ожидают, что он будет гибким, ловким. Хотя мне не очень нравится это слово. Мне кажется, сегодняшняя экономическая перспектива открывает много возможностей. Это уникальная ситуация. Люди не хотят ее упустить. Владелица ресторана валийской кухни Снаудония в Квинси Керри Спиллер рассказывает, что она едва получает прибыль. В дополнение к дорогой электроэнергии Спиллер была удивлена тем, насколько сильно государство вмешивается в ее бизнес. Самым большим уроком стали налоги. Налог на сотрудников, налог на пособие по безработице, налог с продаж, естественно. Все эти небольшие элементы становятся частью ежемесячной сметы. И, конечно, поначалу все это просто наваливается на тебя. Владельцы небольших бизнесов, беседовавшие с «Голосом Америки», называют затраты на медицинскую страховку для сотрудников одной из самых больших статей расхода и риском. Компании до 50 человек не обязаны предоставлять страховку, однако привлечение лучших кадров делает ее почти необходимостью. Дэвид Россини руководит инженерной компанией. По его словам, вопрос с медицинским страхованием для него самый важный. Мы покрываем большую часть этих расходов своих сотрудников. В бизнесе я уже 10 лет, и каждый год стоимость страховки растет на 20-25%. Каждый год нам приходится искать новые варианты с лучшими услугами по разумной цене. Но контролировать эту ситуацию мы не можем. По последнему экономическому прогнозу Bank of America CFI Group, малый бизнес продолжит положительную тенденцию развития. Однако, как отмечает глава отдела малого бизнеса Сьюл Энерган, этот оптимизм осторожный. Малый бизнес все еще не решается на траты и расширение, в том числе и за счет найма новых сотрудников. Этот сегмент нервничает еще и из-за потенциальной инфляции заработной платы в ближайшем будущем. Данные исследования также показали, что дух предпринимательства среди американцев, родившихся в 80-х-90-х годах, жив и процветает. Молодежь с оптимизмом смотрит как на перспективы владения собственной компанией, так и на развитие экономической ситуации в целом. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Спасибо нашим коллегам в Праге. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.